Бросаешь меня с цитатами. Сколько вам лет, мистер Фьюри? Опять скажешь, что тебя. Всем привет, мы на Крыльях ТВ. Сегодня у нас в гостях Каурбек, и мы, о боже мой, обсуждаем Ведьмака. Ура! Ура! Это мое любимое, самое любимое, что есть на свете. Наконец-то. Да. Ведьмак — это у нас жанр фэнтези. Да. Что ты знаешь о фэнтези? Ну, фэнтези, я, как, наверное, многие, соприкоснулся с фэнтези в детстве, там, с «Властелина колец» или с «Гарри Поттера». Может, даже с «Гарри Поттера» раньше. Там «Хроники Нарнии». Да. Но это все, естественно, было, в таком киноформате. Я пробовал читать «Гарри Поттера». По-моему, я только первую книжку прочел. А «Властелин колец» уже так в сознательном возрасте. Единственная книга, которую я не осилил, это «Сильмариллион». Ну, потому что там язык специфический. Я просто обсуждал это там с друзьями. Кому-то прям заходит, но мне как-то не очень. Но в целом я вообще фэнтези люблю. Несмотря на то, что многими это считается таким несерьезным жанром. Хотя, почему? Это массовый достаточно жанр. Ты прав абсолютно. Фэнтези — это такая разновидность фантастики, где приплетены фольклорные мотивы, какие-то сказочные сюжеты. Началось все, в начале 20 века, как раз-таки с Толкина, с его «Властелина колец», с Льюиса и «Хроник Нарнии» и с Конана Варвара. Да, мне, кстати, это фэнтези нравится больше всего. Конан Варвар? Да, потому что Роберт Говард же написал. Да. Мне не сколько Конан Варвар больше нравился, сколько Соломон Кейн. Мне больше вообще нравится такое power fantasy, что ли. Но это у меня любовь к такому подвиду, поджанру возникла благодаря работе художников разных, типа Фрэнка Фразетты, таких, которые, знаешь, рисовали этих мускулистых мужиков с мечами, и с ними там какая-то обворожительная, почти не одетая девушка, и какие-то монстры, драконы, и все это такое, супер маскулинное, менее изящное, даже если с Толкином сравнивать. У меня путь в фэнтези начался немножко по-другому. Вообще, мне кажется, чтобы человек начал читать, ему должна попасться какая-то его книга. Мне повезло, мне в школьные годы попался Стивен Кинг, и дальше меня было не остановить. Но фэнтези я всегда думала, что это для детей, наверное, хотя сама была подростком. Сказочки. И я наткнулась на писателя Гай Гэвриэл Кей. Нет, не слышал. Он каким-то косвенно как-то, по-моему, связан с Толкином, но с его сыном работал, по-моему. Я обнаружила его книгу, называется «Сарантийская мозаика», и я с ума сошла. Это такая толстая книга. Может быть, это чем-то напомнит «Игру престолов», потому что он полифонический роман, то есть там от лица разных персонажей идет повествование в каждой главе. Но там создан такой какой-то потрясающий мир, там такие интриги, там тоже есть император, там есть, нет, это в стиле Византии. У него есть несколько романов, это больше такая византийская стилистика, у него есть еще где-то Древний Китай, такая стилистика, и они по сериям тоже разбиты. Но это, как по мне, это лучшее его произведение. Я читала Поднебесную, которая относится к Древнему Китаю такому. А здесь у нас главный герой мозаичник, он отправляется в Саранти, в главный город, чтобы класть мозаику, и там у каждого своя драма, и у императора драма, и при этом это все в таком каком-то мире, где присутствуют там 2 луны, какая-то магия, есть алхимик, какие-то переселения душ, в общем, потрясающе. И после этого я начала читать «Железные», «Хроники Амбера», и всякие фармеры пошли во многоярусные миры. Кстати, наш автор, о котором мы сегодня будем говорить, Анджей Сапковский, пан Сапковский, ему тоже нравились «Хроники Амбера» «Железные». И он, собственно, наверное, поэтому из-за своей любви к такому жанру начал этим заниматься, хотя жанр умирал как таковой. Ты говоришь, что он был непопулярен, он реально был непопулярен в какой-то момент. Мы, наверное, еще позже об этом скажем, но Сапковский, он, в принципе, такой постмодернистский автор, и он, видно, много чем вдохновлялся, поэтому неудивительно, в принципе. Вообще так, насколько я знаю, хорошего фэнтези много, просто не все из них
так широко представлены в массовой Ну, культуре. найти надо, да. Да. Ну, «Игру престолов» знают все, «Песнь льда и пламени» Ну да, ну вот Мартина. я вот правда особо не шарю вот в этой книжной сфере, поэтому вот мне трудно сказать, «Игра престолов», она была популярна до сериала или именно сериал? Честно, я вот в этой вселенной тоже, вот именно книжной, не разбираюсь. Я вот тоже смотрела только сериал. Потому что, не знаю, как будто мне сериала хватило. Меня бы еще на книги... Я просто вот перед подкастом так думал, прикидывал, а вообще вне контекста игр Ведьмак был популярен? Ну, потому что Гарри Поттер, он был популярен до экранизации. Ведьмак тоже был. Как вообще Ведьмак появился? Сапковский изначально он учился, занимался внешней торговлей, по профессии своей работал. Купец. Потом купец, да. Начал подрабатывать в журнале «Фантастика» переводчиком, он знал языки. И этот журнал объявил конкурс, надо было написать работу фантастическую. И вот он написал рассказ «Ведьмак», но там было такое условие, что должно быть не больше 30 страниц. И он говорит, ну я письма длиннее пишу, ребят. В итоге он уложился, написал рассказ, который назывался «Ведьмак», и занял с ним всего лишь 3-е место, потому что, опять же, жанр фэнтези, видимо, такой немножечко поосел, и людям не нравилось. Но в силу, наверное, все-таки таланта какого-никакого, рассказ занял 3-е место. И после этого уже пан Сапковский решил плотно взяться за написание текстов. Первые 2 книги о Ведьмаке, они как раз сборник новелл. Сборник новелл и рассказов. То есть это не полноценные романы. Вот уже после 2-й книги пойдет такая вот полностью одна линия, история. А здесь это такие интересные кусочки, из которых у нас складывается герой. Ну, как вот Конан Варвар и Соломон Кейн, это ж такие сборники рассказов больше, чем какое-то единое большое произведение. Ну да. И «Ведьмак» всем понравился сразу же. Как-то стали появляться даже настольные игры. Помимо того, что сняли польский вот этот сериал, который потом фильм такой обрезанный перерос, Да. но он был очень плохой. Даже Я его смотрел. Я пыталась, мне было просто интересно. Вот вроде бы 2002 год уже были какие-то условия для съемки нормального сериала, но, видимо, Польша Ну, как-то это да, сыграло. наверное, в бюджет все упиралось. Я его довольно-таки рано посмотрел, и даже тогда мне не особо зашло, хотя в таком раннеподростковом возрасте все практически заходит на ура. Мне вот разве что сам «Ведьмак» понравился, хотя я вот сейчас смотрю, ну, тут смотря с чем сравнивать, но на тот момент «Ведьмак» мне сам вот персонаж, актер, мне понравился, как его реализовали. И просто тут не совсем понятны были некоторые решения, потому что одно дело, когда вам не дает бюджет или какие-то другие возможности ограничены, вы там не можете снимать в каких-то больших замках или что-то такое, но при этом там есть вещи, которые, в принципе, можно было сделать близко к оригиналу, но они почему-то этого не сделали. Я вот даже сейчас помню, что там ведьмаки, они с какими-то катанами бегают. Ну, то есть, ну, совсем какая-то низкокачественная эклектика. Они, в принципе, не смогли бы сделать хорошо, потому что этих чудовищ ты нормально не нарисуешь, когда у тебя нет денег, всю атмосферу, костюмы, ну не будет это хорошо. И не было у них ни одного шанса. Не было шанса, да. да. Сапковский, он как бы не остановился на «Ведьмаке». У него есть еще такая же как бы франшиза, сага, песня, сага о Рейневане. Ее я не читала, но она, конечно, уже менее была востребована у зрителей, у читателей, точнее. А вот его какие-то эссе, именно о фэнтези, где он ее разбирает, деконструирует, они довольно-таки популярны. Да, то есть он еще как бы в своем жанре, он еще и критикует неплохо. То есть это говорит о том, что человек разбирается и понимает, что делают. Да. И в плане техническом «Ведьмак» написан нормально, хорошо. Просто вот когда у меня вот этот огромный Талмуд, книга, и когда я начала только его читать, «Ведьмака», я сначала не понимала, вот эти разрозненные истории для меня это ново. То есть я с таким не сталкивалась, что ты встречаешь героя, где он просто вот кусочками проходит какие-то квесты, ну просто фигней страдает,
а потом уже это как-то складывается у тебя в полноценную картину. Интересный подход. Мне кажется, он даже проще, чем сразу сесть Хотя многие говорят, что писать короткий в коротком каком-то жанре намного сложнее. То есть написать рассказ сложнее, чем написать роман, потому что в рассказе надо все как-то уместить в это малое количество страниц и не распластаться. То есть должна быть какая-то одна идея, какая-то одна тематика, и оно не должно все расходиться вот на большой промежуток времени. В общем, сложно. У него получилось, это было очень интересно. В чем еще интерес именно этих рассказов? Вот, допустим, если мы говорим о первом сборнике «Последнее желание», он вышел в 1993 году, и там сразу узнаются сказки. То есть сказка «Красавица и чудовище». У нас ведьмак встречает мужчину с головой медведя, который живет у себя в замке, он явно проклят, ну то есть как чудовище. И возле него постоянно тусуется дама, которая вроде как очень приятная, такая интересная, но ведьмак сразу в ней какую-то нечисть узнает. В итоге это оказывается Бруксой, и чтобы расколдоваться, Невилену надо было убить свою возлюбленную. И так вышло, что вот ведьмак ее убивает, кровь попадает на него, и он расколдовывается. То есть немножко «Красавица и чудовище» наоборот. Ну, в принципе, да, у Сапковского есть вот эта любовь к переиначиванию, переосмыслению какого-то, и это, ну, зачастую удачно у него выходит. Типа на это интересно смотреть. Ты как бы и узнаешь оригинальную историю, но при этом она подана как-то всегда интересно. При этом основные герои, какие-то персонажи, это восточнославянский фольклор. То есть сам ведьмак, он встречается только в восточнославянском фольклоре, но он немножечко другой. В фольклоре ведьмак — это человек, чародей, который повелевает, может как бы управлять другими ведьмами, просто мужчина-ведьма, грубо говоря. Ну, да. Здесь у нас, мы сейчас об этом попозже поговорим, что такое вообще ведьмак. Также встречаются такие персонажи, как Леший, понятно. Ну там вообще весь бестиарий широко представлен. Да, но и представлена и западная фольклористика. Допустим, эльфов, гномов вы у славян не найдете, скорее всего. Угу. Не скорее всего, а не найдете. Сапковский как-то так все это вместе соединил и гармонично вплел, что вопросов вообще не возникает. При этом вселенная, конечно, не такая проработанная, как вселенная того же «Властелина колец». Там и языки свои придуманы, и ну, вообще абсолютно Ну, у всё него и какое-то... цели такой не было. Да, но при этом герои Ведьмака, они реалистичнее. То есть там нет такого, что этот строго плохой, этот строго хороший. Ну да, вот Ведьмак, он вот этим и подкупает. Во-первых, колорит вот этот национальный. Очень часто другие авторы пытаются повторить успех «Властелина колец», или у них фэнтези — это обязательно вот средневековье, рыцари и все такое. И всегда это что-то такое британское, ну, английское, а тут как бы восточнославянское фэнтези. Колорит присутствует, персонажи все, ну, не плоские, и в отличие там от какого-нибудь «Властелина колец», где вот положительные персонажи, они такие максимально положительные, у них там добродетельность, она на 100% просто выкручена, то тут наоборот даже иногда, ну, в чернуху не скатывается, но есть такие как бы предпосылки, что показано средневековье вот таким неблагородным, чистым, фэнтезийным вот как раз, а оно такое более грязное, реалистичное. И этот реализм мне, кстати, нравится гораздо больше, чем в той же «Игре престолов», потому что в «Игре престолов» все-таки видно, что у Мартина есть вот эта задача типа сломать шаблон, чтобы зрителя шокировать, а тут именно все так органично. То есть мир такой, потому что мир такой, а не потому что Сапковский хотел как-то тебя в неудобное положение, да, поставить. Вообще можем в целом о вселенной Ведьмака поговорить, потому что оно интересное на самом деле. Мир его, где он существует. Есть разные миры, разные планеты, которые соединены некой спиралью, как сферой. Это называется сферой. Когда происходит сопряжение сфер, существа из одного мира могут переместиться в другой мир. Но делают они чаще всего это неосознанно. То есть они могут этого даже не заметить, что я вот шел по лесу, а вышел я вообще в другом лесу. Ну вот это, кстати, тема с сопряжением сфер. Я слышал, что он откуда-то подрезал эту идею. И вообще у него много
заимствований прям Ну, это и таких, есть постмодернизм. да. Но я не вспомню, где. Поэтому мне, ну, я об этом не знал изначально, и мне понравилась сперва вот эта идея. Это, с одной стороны, такие попаданцы, Да. а с другой это интересным образом показывает вот этот генезис всех других рас, как они вообще в этом мире появились. И насколько я понимаю, там не так, что гномы и эльфы пришли в мир Сразу. людей, а А там наоборот. наоборот, как бы люди выступают такими Сейчас интервентами. расскажу. Изначально, как я понимаю, на этой планете, на этом шарике жили только гномы. Мгм. Они как раз-таки занимались тоже добычей. Чем занимаются обычно гномы? Что-то Стереотипичные да, гномы, да, ремесленники. да, ремесленники. Потом к ним еще переместились краснолюды. Это тоже, они тоже похожи на гномов, но они немножко отличаются. И как Ну, бы они стали вместе, есть гномы, есть дворфы. да, стали вместе очень дружно жить-поживать. Потом пришли эльфы, и, конечно, тут уже началось, потому что эльфы, во-первых, принесли с собой... Магия и так существовала в этом мире, она просто существует. И если вот какое-то создание, похожее на человека, обладает, грубо говоря, талантом к этому, Предрасположенность. да, предрасположенностью к магии, то если его обучить, то он будет способен исполнять всякие волшебные штуки. Здесь же пришли эльфы, у которых эльфы — те существа, которые могут сами перемещаться между мирами. Тут они свой мир немножко подпортили, и им пришлось искать место, куда перекинуться. Кто-то перекинулся на одну планету, кто-то на другую. Вот эти эльфы попали к гномам. То есть у Сапковского эльфы — это не такие благородные, возвышенные существа, это Благородные и вполне... возвышенные. Они даже отличались, они были очень высокие. Они начали отстраивать города. И вроде как относительно смогли вместе жить, Цивилизацию соседствовать. принесли, в общем. Да. А потом каким-то образом пришли на планету люди. Ну как каким-то. Началось очередное сопряжение сфер, и какая-то массовая миграция случилась. Помимо людей еще всякая нечисть попала, а люди еще принесли с собой предрассудки, и вот это все, о боже мой, ночью это домовой. И когда Прибожики. когда в таком мире ты в такое веришь, оно появляется, скорее всего. Вот еще в этом загвоздка. Ну потому вот что мне мир... еще нравится, что это все происходит, не по желанию этих народов. Да. То есть их как бы судьба сталкивает между собой. Они там не вынуждены бежать из своего мира, а это просто вопреки их воле Так произошло. получилось. И тут уже начинается какое-то взаимодействие. Ну да. И вот люди пришли, судя по всему, с Земли, хоть и место, куда они пришли, тоже напоминает Землю, все равно кардинально отличается. И начали строить свои порядки, как люди и любят. Начали занимать территории эльфов, начали как-то между собой конфликтовать. В общем, в итоге появились некие государства, и люди просто на протяжении очень долгого времени Люди делят стали между вести собой себя землю, как как люди, люди, да. Кто такие ведьмаки? Собственно, появились и чародеи, появились школы типа Хогвартса, одна девчачья, другая совмещенная такая, там и девочек, и мальчиков учили. А вообще у Сапковского как-то это проговорено, почему именно женщины колдуют в основном? Ну, там есть Вильгефордс, который такой Нет, самый колдуют мощный и маг, мужчины. но у Мужчины них просто колдуют. есть такое сестринство, поэтому... Есть, да. Ну, женщины всегда хитрее и умнее немножечко. Ну, не, я к тому, что нету у него во вселенной какой-то, такой темы, что женщины более предрасположены или, в принципе... Нет, такого я не помню, чтобы было так. возвращаясь к ведьмакам, Да. они же такой некий эксперимент. Вот, да. эти чародеи, они собрались и стали придумать, из-за того, что появилось много нечисти, Мгм. чародеи решили выдумать человека, который мог бы с этой нечистью бороться. И они стали, Как отдельное воровать, сословие. да, красть буквально детей, мальчиков, но это надо было делать с детства. И ребенок должен был пройти некие мутации. Мгм. И если он Испытания по ходу- травами, испытания да, химией. да. И если он по ходу этих мутаций сначала было испытание травами, он выживал, то его дальше тренировали, потом дальше, да, начинались эликсиры, вот это все. То есть нужно было как бы поработать с телом, потом Да. уже с духом. И всё Да, а такое. мутации проходили именно в животном плане, то есть какие-то выносливость, зрение, слух. Физические да. параметры, да. И в итоге получились ведьмаки. Вот на момент, когда мы встречаемся с нашим главным героем, Геральтом из Ривии, кстати, это придумано, просто чтобы людям, с которыми он пересекается, было легче его Да, воспринимать ему- как своего. Ему нравилось, как это звучит Да, просто, да. да. Ведьмаков осталось мало. Не то чтобы он последний, но их немного.
Ведьмаки разделились, когда их еще было много, на некие школы. Там школа кота, школа волка. Вот ведьмак у нас белый волк, он относится к школе волка, живет он в Каэр-Морхене. Ведьмаки сами о себе пустили слух, что они безэмоциональные, бесчувственные, потому что если ты будешь проникаться к людям какими-то эмоциями, то люди чаще всего плохие, чаще всего они тебя разочаровывают. Как во многих вещах привязанности мешают твоей основной работе. профессии. Да. Люди, конечно, не любят ведьмаков. Хоть они им и помогают. Вот, у Геральта была одна из первых его миссий, насколько я помню. Он спас девочку, но сделал он это таким каким-то жестоким животным способом, убил ее обидчиков, что она испугалась, и не то, что спасибо не сказала, она просто, она его испугалась. И Геральт понял то, что никаких такой особой дружбы с людьми ему не светит. И он и не искал ее. Ну и плюс, как бы вот эта средневековость общества, она же там, очень ярко выражена, вот это социальное неравенство, и люди, вот эти, типа крестьяне кривозубые, они, распускают много слухов, и вот это тоже, на мой взгляд, удачное решение, такое реалистичное, что про ведьмаков там много слухов разных распространяется, какие-то глупые, какие нет. Вот, кстати, мне понравилось, как, сцена из вот этой польской адаптации ранней, когда там ведьмак с Лютиком приходят в какую-то деревню, и старуха не узнает в Геральте ведьмака, и начинает говорить: ой, ведьмаки такие-сякие, они там и мутанты, уроды, они еще и там кровожадные, и девок от них надо прятать, потому что они похотливые. И Геральт такой сидит, такой: да, что поделать. То есть это создает, это делает мир глубже, с одной стороны, а с другой стороны создает такие всякие комичные моменты, а с третьей стороны это иногда приводит к каким-то очень печальным последствиям. И вот мне нравится то, что Сапковский придумал такую, группу сверхлюдей, но вот эта их сверхчеловечность, она не выкручена на какой-то запредельный уровень. То есть ведьмак, он, конечно, в каких-то вещах превосходит обычного человека, но он не бессмертный. Много было случаев, когда и сам Геральт просто от вил крестьянских мог пострадать. И как бы ты проникаешься, больше сопереживаешь этим персонажам, потому что вот эти мутации, они же накладывают какие-то ограничения, то есть они становятся там бесплодными. Да, и собственно, чародейки бесплодны, потому что они не бесплодны, их делают такими, потому что у них не может родиться априори нормального ребенка. Он будет какой-то кривой, косой, больной, и они решили, что лучше вообще этого даже не пытаться делать. Да, ведьмаки просто, бесплодные. Интересная деталь, что... Это расплата за то, что у тебя есть сила некая. И плюс ведьмаки и так, как бы у них и работа очень грязная, неблагодарная, а тут они еще и лишены каких-то таких простых человеческих радостей. И вот мне нравится то, что Геральт, он тоже, с одной стороны, один из самых крутых ведьмаков, потому что он больше всего мутаций пережил. Он там на момент своей вот жизни один из, если не самый крутой мечник своего времени, но при этом это не делает его каким-то терминатором, который просто всех выкашивает налево и направо. Можно тогда поговорить об инвентаре Ведьмака. У него есть и в книгах, и в последующем в играх, и в сериале 2 меча. Один железный, другой серебряный. Но используют он их по-разному. Как говорится, один для людей, один для чудовищ. Это в игре. Да. А в книгах он чаще использует, конечно, железный меч, и против чудовищ тоже, потому что кому-то такое подходит, кому-то серебряный нужен, но серебряный он, конечно же, дороже. Железный сделан из метеорита. И боевые качества у него тоже, наверное, слабее. И чаще, конечно, он использует все-таки железный меч. И нет такого, что он оба меча носит за спиной. Один у него за спиной, а другой на лошади в ножнах. Да. Серебряный, который он реже использует. Также у Ведьмака все-таки есть какие-то магические способности, он владеет знаками, но это самые элементарные, как я понимаю, способности в магии, но они у него есть. Например, вот Игний,
огонь. Ну, это как бы стихии, которые есть. Ну и они не всегда тоже работают, это и в Ну играх да. хорошо показано. Вот в да. играх это показано хорошо, что каждый знак работает против своего чудовища. Да. Не знаю, я играла, с меня Квен не я сходил. больше, ну я тоже через Квен играл, но я больше к тому, что там какое-нибудь а-ля джедайское убеждение, оно может просто не сработать, потому что крестьянин может оказаться внимательным и такой, ты типа, что делаешь? В «Ведьмаке» еще, что хорошо, очень ярко отображено политическое устройство. То есть у нас есть север, есть юг. Юг — это Нильфгард, который владеет всем, это такие орки, можно сказать, но это люди. Ну, наоборот, Просто скорее они как империя в «Звездных Да, войнах». римская империя, да. И есть север. Это Редания, Тусент, ну вот все остальные места, которые между собой как-то кооперируются, чтобы противостоять Нильфгарду, но сами при этом между собой ругаются периодически. И было такое государство Цинтра. Собственно, в чем главный конфликт, в чем весь сырбор текста? Если По мы просто... политической части, да, Ведьмака. Да даже и человеческое, и политическое. Вот, допустим, Ведьмак, он не любит участвовать в вот этих политических распрях, и там вот даже есть меньшее зло, он не любит выбирать меньшее зло, он вообще не любит выбирать. И в этом он участвует крайне редко, но ему приходится. В силу того, что однажды произошло, вот что произошло. У королевы Цинтры Каланта была дочь, которая досталась предназначение некоему рыцарю, потому что он спас жизнь ее мужу. То есть, когда они были в битве, рыцарь спас своего правителя, и он ему сказал, вот то, что я приеду домой, и то, что меня ждет дома, о чем я не знаю, достанется тебе. Они приехали домой, а у него родилась дочка, пока его не было. И, собственно, эта дочка предназначалась этому рыцарю. Позже, когда девочка выросла, мать, соответственно, захотела ее выдать замуж за кого-то знатного, но об этом она тоже помнила о предназначении, и поэтому позвала ведьмака, не объяснив ему, зачем, что, почему. Просто вот приедь на свадьбу, надо вот безопасность Это организовать. история вот про ежика, собственно. Да, да. В итоге все-таки дочь Каланты достается тому, кому должна была достаться. Ну, конечно, не без сырбора, но досталась. И далее происходит то же самое. То есть Геральт спасает ее жениха, и вот он говорит тоже, вот, тебе достанется то, о чем я не знаю. А у Каланта беременна в этот момент. И собственно, рождается Цири. Цири вообще центральный персонаж и текстов, и игр. Ну, она такая, она интересная очень. Но мне, допустим, я из-за того, что раньше играла в игры, Цири у меня меньше интереса вызывала, чем, конечно, главный герой Геральт. Позже, когда я читала книги, Цири немножко встала для меня в центр повествования. Но все-таки она всегда воспринимается как ребенок. Вот она уже взрослая женщина, но ты все равно воспринимаешь ее как маленькую девочку. В общем, ты ее воспринимаешь как Геральт по-отечески. Да, да. Потому что как будто бы текст я все равно вижу глазами Геральта. Все, что происходит, я воспринимаю как он. Наверное, так он и написан, я думаю. У меня, кстати, вот с этим моментом смешной случай связан в жизни. Я как-то помог другу чем-то таким незначительным, и он такой, блин, вот мне неудобно, что ты вот как бы помог, надо как-то тебе отплатить чем-то полезным. И мне как бы неудобно было у друга, ну, от друга принимать какую-то награду, и я ему тоже что-то такое сказал. Про типа, предназначение? Ну, я ему сказал, типа, отдай мне то, что имеешь, но о чем еще не знаешь, или что-то такое, но он оценил отсылку на Ведьмака. Я такой, типа, хороший ответ тоже, знаешь. Если, ну, на заметку людям, которые скромные и от друзей не хотят каких-то подарков. Но от предназначения не убежишь. Вот, может быть, тебе что-то должно и достаться в итоге. Если бы ты был в романе Сапковского, ты бы не убежал от этого. Ну, наверное, да. Так и происходит с Геральтом, собственно. Вляпался. Вляпался, да. Она ему не нужна была абсолютно. Он уехал, вообще об этом забыл. Цинтра рухнула, ее захватили. Цири пришлось бежать, и она первый раз, когда пересекается с Ведьмаком, он понимает, что это за девочка. Ей перед смертью Каланта тоже сообщила, что кому она предназначена. И Геральт ее бросает, такой, нет, не надо. Они расходятся, а потом происходит судьба, грубо говоря. Он встречает купца, у которого там какие-то проблемы с телегой были, начинает ему помогать,
а там всякая нечисть на них лезет. В итоге то же самое купец... Геральта ранят, и купец ему говорит то, что вот я приеду, и то, что меня там ждет, вот тоже тебе достанется. Геральт не в Минозе, пока они доехали до его дома, но купец такой, ну у меня там особо ничего и не может быть нового, у меня жена, дети, мы уже старые, как бы не особо. А тут они приезжают, а там его жена приютила девочку, которая бежала из Цинтры, когда Цинтра рухнула. То есть Но это девочка Геральт, Цири. он Да. как бы всеми силами бежит от вот этого своего предназначения, но оно его всегда настигает. Да, ну и в этот момент он понимает, что не убежать от этого, забирают ее в Каэр Морхен, они ее обучают, мутациям они, конечно, ее не подвергают. В итоге выясняется, что девочка, она отчасти имеет старшую кровь, ну, эльфийскую, и, соответственно, она очень необычная. А на тот момент стоит сказать то, что чистокровных эльфов уже не осталось. Они все полукровки, потому что у эльфов всегда были проблемы с самовоспроизведением. Они там могли в очень долгий срок одного только ребенка произвести на свет, в отличие от людей, которые могли каждый год Но это размножаться. связано с их долголетием или у Сапковского этого нет? Ну, я думаю, это со всем вот этим и связано. Я говорю, когда у тебя есть магия, какие-то способности, ты чем-то за это расплачиваешься в любом случае. И поэтому женщины эльфов начали как-то встречаться с людьми, с мужчинами, и вот дети стали появляться чаще, но они были полукровками. Но способности у них были такие же чаще всего, как у эльфов. И в текстах Сапковского есть «Дикая охота». Я почему-то думала, когда я познакомилась с игрой, что «Дикая охота» — это только в игре. Нет, в текстах она тоже есть. И на самом деле, многие сюжеты из книги, они отражены в игре. Иногда коряво, иногда хорошо, но коряво в первых частях. В третьей корявости вообще ноль. Ну да, забегая вперед, наверное, игра про Ведьмака — это один из таких эталонных переносов чего-то, ну, одного медиа в другое. То, я думаю, можем и не забегать вперед, а поговорить уже об этом. Разработкой игры занялась компания CD Projekt, тоже польская компания. Расскажу сразу о самом таком, о сплетнях. Изначально, когда они хотели приобрести права на Ведьмака, Сапковский вообще не верил в индустрию игр, он считал, что это какое-то фуфло, и он не верил, что будут от этого какие-то проценты большие. Поэтому он решил продать им права, да, за единовременную некую сумму. Они ему заплатили и благополучно забыли. Ну, то, что все, мы свою часть сделки выполнили. И начали создаваться игры. В конце книги Ведьмак, ну, он умирает, но они, Цири, их с Йеннифер, мы не сказали о Йеннифер. Мы еще поговорим. Ну да, это чародейка, у них с Ведьмаком любовь, и они как для Цири, как такие некие родители. Да. И Цири их помещает на какой-то как остров, в общем, чтобы они там спокойно жили, доживали свои дни, но они как бы ни живы, ни мертвы, в общем, вот какая-то такая непонятная штука, я слабо ее поняла сама. Что-то метафизическое, да. Короче, да. Но в играх Ведьмак воскресает, его находит Весемир, и он ничего не помнит. Он не помнит Йеннифер, вообще память отшибла. И поэтому первые две части он в основном тусит с Трис. Маригольд — это тоже чародейка. Тут, кстати, можно сразу такой интерактив, типа спросить у зрителей, кого вы котируете больше, Трис Ну да, или Йеннифер, и почему именно Йеннифер. Да. Ну, почему именно Йеннифер? Ну, не знаю, я как-то это больше с мемной стороны этот конфликт знаю. Но мне, типа, ну, я в целом вообще как-то к таким сюжетным, ну, таким, как сказать, частям сюжета я всегда прохладно отношусь. Я вот типа из тех людей, кто особо в конфликты вот эти не углубляется, они меня не вызывают какого-то интереса или сочувствия. Я вот как раз даже если вспомнить, ну тут кто поймет, тот поймет, из «Стального алхимика», вот серия про собаку, она у меня не вызвала никаких эмоций. И вот тут то же самое, типа, как бы, да мне всегда без разницы было. Ну, по книге понятно, что Йеннифер, она такая, она больше подходит Геральту. Да. И, в силу характера. Да, и в силу характера, и, в принципе, у них как-то взаимоотношение такое более тесное, более
как сказать, химии между ними больше. Трис это больше такая, ну как бы, не знаю даже, как сказать. Приятная дама просто. Но это такой любовный интерес, который возникает у персонажа, но, ну, как часть его развития просто, что ли. Но стоит сказать, что чародейки, они имеют такую функцию сами создавать себе внешность. То есть первое, что они делают, это такие, ну мы вот будем всегда 30-летними и очень-очень-очень красивыми. Да. Ну вот спасибо, да. Вот там многое мы не можем, но это вот мы можем. А мужчины, они наоборот, они себе приобретают такую внешность взрослого, какого-нибудь мудренного, чаще всего, ну не старца, конечно, но такого с бородой, чтобы больше Солидного эффекта мужчины, производить, да. да. Ну, тут вот, кстати, о магии можно чуть сказать, что у Сапковского, в принципе, неплохо магия показана. Ну, и в игре она неплохо показана, и в книге. И это как бы не Толкин, у которого магия есть, но она такая какая-то незримая, не ярко выраженная. Там Гендальф не кидает, не кастует фаерболы и все Ну такое. да. Но и не вот это ДНДшное, которое сейчас вообще везде суется, где какая-то фиксация на циферках, на кубиках, у тебя там обязательно хватит маны, не хватит маны, и типа это почему-то просачивается даже в внеигровые какие-то вселенные, внеигровые проекты. У нее обязательно есть вот какое-то около научное обоснование. Ну, то есть в Ведьмаке тоже это как наука. Там тоже, кстати, есть показана, манна. да. Вот такая вот некая похожая штука на манну. Ну, к ней все не сводится, скажем Но так. магия в Ведьмаке заменила науку полностью, Да. весь прогресс. И это, с одной стороны, плохо. Потому что они закупорились, законсервировались в этом состоянии, то есть дальше они не будут прогрессировать. То есть как они были в этом средневековье, так они там и останутся, скорее всего. Ну, жители. Ну, наверное, да. Да. Вот как раз-таки потому, что нет прогресса. Вот тут тоже как бы ты для себя как читатель или зритель или игрок выбираешь, что тебе нравится. Может этот прогресс и не нужен. Сюжет игр. Угу. Я в первого Ну, Ведьмака не успела да. поиграть, у меня не было еще консоли, Он на которой мимо можно тебя поиграть. прошел, да. да? А ты? Ну, у меня вот как раз через игры знакомство и было. Так у То меня есть тоже, только через я- третьего. Я вот и первого Ведьмака играл, и ну, сначала как бы я смотрел, как старшие играют, Мгм. потому что это все-таки такая была игра более Не взрослая, для детей, да. причем не как там условная GTA, где ты бегаешь, расстреливаешь NPC, воруешь машины, а тут именно как бы она взрослая. Там было много, я знаю, я вот смотрела прохождение, много того, где ты должен выбирать, и также много сцен таких, которые детям нельзя видеть, но они, хоть, конечно, цензурены, но не так сильно, как в третьем Ведьмаке, конечно. Ну, если вот касаться вот этой эротической составляющей игр, то, ну, это, конечно, подогревало интерес игроков в раннем возрасте, особенно мы такие, «О, ничего себе! А в первой части это все было за кадром, и за какие-то такие околосексуальные взаимодействия Геральта тебе просто карточку давали. То есть это во второй было уже, когда На поняла. уровне вот этих игральных карт из киоска с голыми женщинами. Ну, то есть там не было чего-то такого прям серьезного, но такая легкая эротика присутствовала. Но опять же, насколько я помню, это нам кровь будоражило, но это не было какой-то вот самоцелью. Потом, ну, первая часть, если вот о ней еще чуть говорить, она была немного корявой Ну, в конечно. плане удобства именно И там, кстати, геймплея. было сюжетно вставлено из первой книги про Стрыгу, когда он расколдовывал Да. дочь короля. Ну, собственно, вот в трейлере кинематографичном, Мгм. по-моему, там Тоже вот Стрыга этот была, сюжет, да, да. да. И я не могу сказать, что игра мне прям сильно понравилась, но в ней я достаточно много времени провел. Она была интересно сделана, хоть и вот были, вот, как я сказал, шероховатости какие-то. Ну, в чем создатели молодцы, они не остановились. Да. Они сделали второго Ведьмака. Потом, да, вышла вторая часть, и с ней я взаимодействовал даже больше, но у меня тогда компьютер ее не тянул, и я поэтому как бы со скрипом, но пытался играть. Даже в какой-то момент, я помню, у меня компьютер просто вот
крашился на каком-то определенном моменте. То есть я доходил до первого города условно, и дальше я играть не мог. И я просто тусовался по этому городу, и у меня там из развлечений, из игровых активностей были бои кулачные, ну там такой QTE обычное, гвинт, который я вообще карточные игры, в любых играх я типа Поговорим о пропускаю. Гвинте. И бордель. И то есть тут уже не карточки тебе давали, а тебе давали полноценную такую эротическую сцену. Я уже их все посмотрел, они мне уже все надоели, но я из-за того, что не мог продвинуться по игре дальше, я вот типа бил лица и сливал деньги в публичном доме. И вот так по кругу. Ну потом, конечно, Жизнь средневекового рыцаря. я допрошел потом игру, но с ней тоже вот были именно геймплейно какие-то проблемы у меня, потому что вот есть и в играх такая особенность, как и в книгах, что Геральт, он хоть и главный герой, но ты как игрок не с самого начала там просто всех рубишь налево и направо, там тебе какой-то утопец может просто с двух рук накидать. Если он уровнем выше. Да, и вся твоя крутость, все эти два меча, твои знаки, они вообще не учитываются. И вот было тяжело немного, потому что там еще был перенос сохранения с первой части, потому что, во второй части, ну, насколько я помню, во второй части просто тоже сюжет подавался через флешбеки, то есть там в самом начале происходит вот этот момент с потерей памяти Геральта, и тебя допрашивает Вернон Роше, и в зависимости от того, как ты ему отвечаешь, там какие-то события чуть могут видоизменяться, и прокачка тоже вроде переносилась, то есть у тебя был выбор либо совсем с нуля как бы начать, либо чуть-чуть быть попрокачаннее. И второй Ведьмак мне очень понравился, хотя там были тоже моменты, вот эти, весь вот этот замут с эльфами, с тем, как их угнетают, вот это, в том возрасте меня это просто не очень интересовало. Я хотел рубить монстров, рубить людей, и круто их там поджигать и все такое. Но я, как мы до этого сказали, тоже через Сквен все проходил, потому что это супер читерная вещь. А вот третий Ведьмак... потом вышел третий Ведьмак, да, и это сумасшествие. Это вообще бомба. Вот я пока не забыла, вот ты говорила о том, что мальчиков интересовало. Я как девочка, которая любит Sims, меня интересовало то, что мир был открытый. Я могла кататься на лошадке, а вот это вот катание на лошадке, я помню, у меня была первая Sony PlayStation, и вышла игра Shadow of the Colossus. Да. Я эту игру пройти не смогла, но я просто заходила в нее и каталась на лошадке, по кругами. Потом вышла Лара Крофт на первую Соньку, и там начиналось все с того, что она играла в доме. У нее там была какая-то тренировочная площадка. В общем, я дальше этого дома и не ходила. Я по этому дому бегала, что-то в бассейне плавала, на тренировочной площадке прыгала. И мне этого было так хорошо, думаю, блин, какой классный дом. Детям на самом деле мало нужно для кайфа. Тут вышел третий Ведьмак, и там просто открытый мир. Хочешь на лошадке покатайся, хочешь в этот дом зайди, хочешь в этот дом зайди. И все дома красивые, все проработано. Все вопросики на карте мы отмечены, будем... да. Это вообще... Пылесосить карту. Да. Ну вот с третьей у меня как раз вот на ней я споткнулся, потому что в то время, когда она вышла, у меня комп ее просто не тянул. А когда уже появился нормальный компьютер, мне уже как-то и не хотелось в нее играть. Хотя я как бы следил за ее успехом. Это реально, когда ты видишь какие-то материалы по игре, и ты как бы понимаешь, насколько это большой шаг вперед для индустрии в целом, как все круто сделано, как все, и выглядит, и играется. И третий Ведьмак, он уже такой прям качественный массовый продукт получился. Но вот я до сих пор никак не могу его пройти, потому что я раз 5, наверное, его начинал, я просто душнился в самом начале, и мне как-то не хватало усидчивости просто вот эту первую душную часть потерпеть. При этом я как бы
я понимаю, что это вопрос вкуса чисто, то есть объективная игра очень крутая. Сейчас, конечно, она, наверное, не так сочно смотрится, как Всё когда так же. вышла. Ну, не знаю, я бы тут поспорил. И мне немного не понравилось то, что все-таки вот эта массовость, она накладывает определенные ограничения на авторов. Во-первых, что по книге, что по первым частям, мне нравилось то, что Геральт урод. Ну, он просто стрёмный, худой, весь в шрамах дядька, и при этом он пользуется какой-то бешеной популярностью у женщин. Только у чародеек по большей части. И, ну, это добавляло все равно Да. какой-то такой пикантный момент персонажу, что такой урод, но при этом очень харизматичный. И в первых частях он реально выглядит как стрёмный дядька. Ну да, очень. А тут из него какую-то фотомодель сделали просто. Ты ему еще там прически меняешь. Да, можешь Ну, то есть, побрить бороду, можешь да, костюмы и вот менять. тут понятно, что они как бы женской части Ну, аудитории конечно. решили угодить. Как бы есть опять вот эти эротические сцены для пацанов, но и вот А красавчик вот для девочек, да, Геральт, поодевать да, его, да, и вот этот момент мне не очень понравился, но опять же, забегая вперед по сравнению с тем, что они сделали в сериале, Ну, об этом это сейчас вообще, мы поговорим. да, в этом плане все идеально. Я когда начала играть третьего Ведьмака, я говорю, я сразу с ума сошла. Я думаю, это что вообще такое? Красота, во-первых. Во-вторых, сам геймплей, это крайне удобно было. По-моему, это и на компе удобно, и на джойстике удобно. То есть нет такого, что тебе как-то дискомфорта доставляет. Там есть бои, там есть любовные линии, там офигенно прописанный сюжет. Там ребята прям вот создатели, Срежиссированы, да. они постарались. Вот эти кат-сцены, они не бесят. Ты их смотришь как кино, тебе очень интересно. И мне нравится то, что там можно прийти к разному финалу. То есть то, каким ведьмаком ты себя сделал, такой финал ты, скорее всего, и получишь. Он разный будет. И дополнение к игре практически сразу появились «Кровь и вино» и «Каменные сердца». В дополнении «Каменные сердца» к игре «Ведьмак 3. Дикая охота» персонаж Гюнтер Один говорит на осетинском языке. Уходи, ты проиграл. Гюнтер, известный также под прозвищами «Господин Зеркало» и «Стеклянный человек», это второстепенный персонаж игры и главный антагонист дополнения, таинственный искуситель, охотящийся за человеческими душами. Разработчикам нужно было выбрать для него древний и экзотический язык. Они не стали выдумывать таковой, а взяли за основу несколько существующих языков, среди которых осетинский и грузинский. Тот случай, когда эталонно сделали дополнение, не как и отдельная игра, очень крутые, и они не выглядят, знаешь, как сейчас распространенная проблема, что за DLC выдают просто вырезанный контент из игры, а тут реально типа постарались. Но опять же, вот мне, конечно, жалко, что вот я не смог погрузиться в эту игру, Да. не смог вот этот влилось кайф весь всё вот еще так вкусить. гармонично. Но опять же, мне было, конечно, интереснее больше смотреть, как Папич в третьего Ведьмака играет, потому что это контентище еще то. Но, опять же, вот чисто так интеллектуально, если объективно подходить, то да, ну это очень крутой уровень. При том, что это же не самая крупнобюджетная игра. Да. Естественно, что к третьей части CD Projekt обзавелись и бюджетом, и профессионалами, и студия не маленькая. Как они все учли. То Все есть там очень ты можешь- добросовестно Да, сделано. ты можешь себя как-то прокачивать, своими какими мутациями, ты можешь продолжить свои мутации, ты можешь заниматься, собирать травки какие-то, делать эликсиры, ты можешь пойти там к алхимику, он тебе там того-то намутит. То есть ты можешь этим заняться. Потом ты можешь потратить кучу времени, закрыть все вопросики на карте. Ты можешь проходить сюжетку, тебе там будет уровень подниматься тоже к этим вопросикам возвращаться. То есть ты можешь выбирать то, как ты будешь играть в игру. Ну и Абсолютно часто полностью. третий Ведьмак приводят в пример как игра, в которой вот второстепенные квесты, они не хуже Очень основной интересные, сюжетки, да. иногда даже лучше. И там не только подай, принеси, но и... Ну, понятно, что есть вот эти костыли по типу ведьмачьего чутья, которые ты включаешь, и оно за тебя все делает. Ну нет, ты просто видишь следы и Но запах, тут чувствуешь. как бы понятно, что это сделано
для того, чтобы более такие неискушенные геймеры могли прикоснуться И к спокойно прекрасному, поиграть, да. Это я вообще не понимаю, зачем мне сложный уровень играть? Я хочу кайфануть. Там я же пройду даже на уровни среднем. сложности такие, что типа, если ты хочешь челлендж, то играй челленджово. Если Да. хочешь сюжет, то вообще не Да. парься. Я вот выбираю серединку и спокойно, мирно прохожу. Я не один раз проходила Ведьмака. Я когда купила новую 4-ю Сонику, я первое, что купила, это Ведьмака и Киберпанк. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Ну да, и вот, конечно, вот этот весь скандал с Сапковским, это такой сюр, ну типа ворчливый дед просто... Это не сюр. Вот на этот конфликт можно посмотреть с двух сторон. Вот мы начали о нем говорить еще ранее. Когда Сапковский понял, что это очень популярно, Что на этом его очень много нагрели, зарабатывают, да, что его кинули, он, конечно, да, он сначала тихо-молча возмущался, а потом подал в суд. Проекты, конечно, офигели от этого дела, и он еще такую карикатурно огромную сумму специально назвал, но в итоге они полюбовно все решили, CD Projekt заплатили ему денег, он от них отстал, но при этом они друг друга не любят, обиделись. Ну вот я вообще сторонник того, чтобы мнение автора учитывалось, Да. но в данном конкретно случае я полностью, я бы не сказал на стороне CD Projekt, я против Сапковского. Потому что, ну, опять забежим вперед, то есть претензии к студии игровой у него есть, хотя, на мой Но он взгляд... их никогда не оскорблял в плане их деятельности, он работу их никогда не принижал. Вот у меня тут цитатки, то, что он Да. в целом говорил. Я говорю, вот пана Сапковского можно понять. Пан Сапковский писал то, что, в общем, на самом начале конфликта, они принесли мне огромную сумму с деньгами. Что я ожидаю от любой адаптации? Огромную сумку с деньгами. Вот и все, как и любой человек. Он просто хотел заработать. А позже, когда он, ну, понял, что да, прогадал именно с тем, что игры, не игры, и также его бесил тот факт, что его мало упоминают. Вот он говорит, через 20 лет люди будут спрашивать, кто автор «Ведьмака», ответят, кто-то. И это, говорит, мой главный страх, ну, вот говорит Сапковский. Ну, это опять как бы спорный момент, потому что, с одной стороны, ну, вот эта часть с упоминаниями, да все и так знают, кто автор. Просто твое произведение другие люди показали в максимально хорошем свете, то есть они привлекли... И твое стало больше да, продаваться, и ты смог уйти твоему- пораньше на пенсию. Ну да, а просто когда уже снимался сериал, то тут Сапковский типа дико его нахваливал, и было видно, Потому что ему его, заплатили. ну, его заткнули деньгами. То есть, где ему удобно, он автор и не игнорируйте меня, а где, ну, то есть CD Projekt, они к твоему произведению максимально С теплотой, с уважением, да. да, отнеслись и реализовали все на высшем уровне. А тут есть сериал, который вообще непонятно, что из себя Отвратительное представляет. что-то, да. Ты его хвалишь. Ну, то есть, как-то вот тут мне Сапковский Ну немного, да. короче, потерял поинты уважения. Да. Но при этом они друг другу помогли. Если бы не было Сапковского, CD Projekt бы до Ну, этого не бесспорно, додумались. бесспорно, да. И перейдем к самой больной теме всех фанатов Ведьмака. Я помню, как я была счастлива, когда я узнала, что будет Ведьмак. Я тогда сказала то, что каким бы он плохим не был, я буду рада, Кстати, потому что это... экранизаций несколько у Netflix. И мультик еще есть, да. Мультик я, кстати, не посмотрела. По-моему, Про Весемира мультик, не про Геральта. Вот еще в да. чём. Я вот не помню, он один мультик По-моему, 2 должно быть. или 2, да. Да. Ну, неважно, сейчас Да. об этом, да. В общем, первый сезон, он в 2019 году был опубликован на площадке Netflix, на платформе. И я с таким большим страхом его включала, но опять же, Генри Кавилл. У нас мы знаем, Ведьмак, он на самом деле, он мертвый, он пережил мутацию, он буквально умер и воскрес. Он худой, он с мышцами, он жилистый, но он худой, полумертвый, со шрамами, некрасивый. Тут у нас мало того, что красивый, так еще и перекачанный Генри Кавилл. Но злобу у меня это не вызвало, потому что Генри Кавилл сам по себе для меня такой приятный очень персонаж. Он как будто бы, вот все истории, которые я знаю о Генри Кавилле, это то, что вот он может опоздать на съемки, потому что в Соньку играет. И это очень душевненько. Еще у него собака такая прикольная. Я думаю, да, блин, Генри вот так Генри. У меня наоборот, выбор как бы каста для меня стал А определяющим. вот остальные это кошмар. В том плане, что я не из тех, кто, когда видит лого Netflix, сразу как-то негативно относится к проекту. Я ждал каких-то
более весомых причин для ненависти, скажем так. И я отсеялся на этапе каста, но за проектом следил. Я, конечно, не стал его смотреть, потому что я просто понимал, что какого бы качества проект не получился, они уже не смогли найти просто Людей. актера, да, для главной роли, и это бы лично мне глаза мозолило. При том, что сейчас и тогда у Netflix не было никаких проблем Сделать с тем, хорошо. чтобы сделать хорошо. Тут просто не принимаются никакие отмазки. И опять же, вот по подходу CD Projekt'ов ты видишь, что над игрой работали люди, которые действительно любят Ведьмака. И если читать там интервью людей, связанными с сериалом, то из всех них Ведьмака читал только Генри Кавилл, и он единственный, да, фанат, действительно. Ну, и он, кстати, он постарался, это прям видно, что он такой, я Ведьмак, он прям Да. постарался, он его отыграл. При этом другие, которые снимаются, не скажу, что они плохие актеры, они ноунеймы, они абсолютно Они просто внешне не на своих подходят. местах, Да. да. Йеннифер, ну, извините, она должна быть белокожая, статная какая-то, с пышной гривой, а тут, ну, вот, ну что это? Но при этом актриса молодец, она тоже постаралась. К Лютику вопросов ноль. Вот у меня к Лютику нет вопросов. Он Не знаю. нормальный. Я просто вот пытаюсь вспомнить, кто в этом сериале не мискаст. И Ну, у меня Лютик. ну, не знаю. Остальные плохо. Цири, кошмар. Ну, тут еще у меня личная проблема в том, что игра задала какую-то планку. Да. То есть, с одной стороны, не хочется повторять за игрой, чтобы это не была экранизация игры, а была экранизация Ведьмака. А с другой, ну как-то, блин, все-таки можно было что-то интересное сделать. Вот касательно даже повестки, опять же, я к повестке нормально отношусь, если это сделано нормально. Гармонично. А тут как бы видно, что создатели, они вообще сути Не книги поняли. не поняли. То есть все вот это сословное неравенство. И как можно, ну я клянусь, я никогда не пойму, я понимаю, у вас там толерантность, Да. у вас там должны быть, но эльфы, они, Вот ну, у меня бы не было, кстати, вопроса, у меня если были. бы всех эльфов сделали черными. Ну, то есть, условно, вот они другая раса, и они все выглядят так. И тогда как бы вот этот конфликт на расовой почве был бы более понятен. А тут как бы они от вас ничем не отличаются, кроме остроты ушей. Да нет, ну что-то, И- вот, это все равно очень сильно бы ударило, потому что я помню, когда Лив Тайлер взяли на роль, извините, Арвин, все были возмущены, как так, она не подходит, она брюнетка, она то все. В итоге все нормально, но даже тогда возмущались. Извините, Лив Тайлер очень похожа на эльфийку, она очень красивая, у нее такое специфичное лицо, а тут ну просто неподходящее. Не вариант делать так вот с эльфами. Ну и даже... Если это не Моровинд. Да. Если абстрагироваться вот даже от актеров, ну, все уже обшутили то, что нильфгардцы одеты в какие-то мусорные мешки, а не Да. в доспехи. То есть, ну, как вы здесь смогли налажать? Ну, типа, понятно, что в отношении экранизации фэнтези тут уже не на игры можно ориентироваться, а на «Властелин колец», но есть же даже «Игра престолов», где смогли нормально показать доспехи и оружие, при том, И что... бои поставить потрясающе. Ну, тут, не Да, знаю. не знаю, и массовые мне тоже очень нравились. Тут «Битва бастардов», она очень красивая. Ну, допустим. Но я хотел сказать то, что у Мартина есть вот это чисто фэнтезятина, когда там все в рогатых шлемах, с бриллиантовой кольчугой, вот это все. А сериал смог этот момент адаптировать, чтобы все выглядело и со вкусом, как бы. Я помню даже в детстве на Skyrim накатил мод с броней из «Игры престолов» и ходил такой, типа, с мечом из Кстати, в валерийской третьем «Ведьмаке» стали. ты пробегаешь по городу, и там стоит девочка с маленьким мечом и говорит, эту иглу мне подарил мой брат, типа Да. Ария Старк, вот такие какие-то отсылки. Есть Это- отсылки, да. Вот за что не возьмись, каждый аспект сериала сделан плохо.
они даже не смогли как бы в структуру сюжетную, то есть там, понятно, они хотели показать вот эту, как сказать, вот как в книге, что типа каждая книга это какое-то отдельное приключение. Да, там и они просто все каждую серию сделали эти вперемешку, рассказы да. отдельные, тоже Да, странно. но все равно сделано это плохо, а потом, когда ты еще узнаешь вот эти слитую инфу о том, что никто из продюсеров не читал книгу, и им вообще плевать, что там Сапковский написал, ну, как-то уже и не хочется соприкасаться, да, с этой, ну, вообще с этим проектом. И вот эта смена актера тоже... Вот я сейчас посмотрела тизер новой части, боже, там просто вот он поворачивается, я вижу лицо Хемсворта, я такая, блин, ну я уже Кавилл уже, ну что это, Да, ну ну, то как есть это? Ни к Хемсворту, ни к Кавиллу вот отдельно Это не их вина, нету да. вопросов, но Вопрос к создателю. вопрос, да, к создателю. Просто трудно было сделать плохо, на самом деле, но они Не смогли. смогли. Да. Честно, я включила первый сезон, я помню, я говорю, я сказала себе то, что как бы плохо не было, я буду счастлива. Но я его посмотрела, и я поняла, что человек, который не играл в игры или не читал книги, да даже если он играл в игры, но не читал книги, он не поймет ничего. Оно все запутано, оно все неясно, непонятно, оно некрасиво. Я очень ждала эпичного боя. И там, конечно, была вот эта сцена, когда, ну почему, собственно, Геральта называют мясником из Блавикина, когда вот он убил эту царевну, ну, Ренфри, в общем, на рынке вот эта бойня была, его прозвали мясником из Блавикина, там должно было быть очень красиво все сделано. И там вот, ну, были зачатки того, что оно могло выглядеть классно. Вот он там знак использует в первый раз. Я потом даже не помню, когда он еще знаки использовал в сериале, вот именно в первом сезоне. И я думаю, ну ладно, это же первые 2 серии, где-то вот в этот момент было, потерплю. Но вот после этой серии, после вот этого эпизода, вообще ни к чему сердце не лежало. Второй сезон я начала смотреть, но не смогла. То есть я дальше первого сезона не посмотрела, потому что мне тяжело, мне не нравится. Мне некрасиво, мне неприятно. И не то чтобы я такая категоричная фанатка, которая, вот, они сделали все плохо, я не буду смотреть, нет, я просто физически не могу. Я смотрю, и мне Ну, скучно. это просто низкокачественный Да. сериал. Можно было бы сказать, да, он как бы не соблюдает канон, но его хотя бы можно смотреть. Да. Не, он несмотрибельный. Мне еще И интересно, даже, почему... даже, извини, перебью, вот в плане мемности, как я проклинал эту чеканную монету. Я тоже... Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это. Но когда я помню, какая была музыка в третьем Ведьмаке, это потрясающе. Эта музыка, Да, ты ее даже не этничная замечаешь, такая, да, да. она какая-то, она так вплетается и в повествование, и в игру. И из снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Тут в заставке хорошая музыка, более-менее, а то, что дальше, звукорежиссер не работает, монтажер не работает, оператор не работает, да кто-нибудь вот на этом проекте работает нормально, я не знаю. Но я больше о том, что вот мы сейчас «Дом дракона» смотрим, который тоже... И тоже, да. То еще зрелище, но я когда встречаю какие-то мемы по «Дому дракона», они, блин, смешные, они прикольные. Ну да. Как-то вот мемный потенциал у сериала есть, он тебя хотя бы вот этим развлекает. А тут выходит, типа, многосерийный проект, и кроме чеканной монеты никто ничего не форсит, и ты думаешь, блин, тут даже как бы поржать не над чем. То есть одно дело, если бы ты включал, и вот было бы настолько плохо, что даже Смешно, хорошо, да. то типа сериал даже с этим не справляется. И у меня была надежда на вот эту анимационную экранизацию. Тут я уже не мог мимо пройти, как бы Ну, по как долгу профессия, службы, да. да. И я увидел, что занимаются экранизацией те же люди,
И я такой, блин. Ну, то есть, ну, блин. Ну, понятно. Хотя студия, которая вот непосредственно анимацией занималась, это очень крутые ребята. Хотя многие уже устали от вот этой около анимешной стилистики. Она много сейчас где встречается. Вообще, как будто пошло это все вот с «Аватара. Легенда о Корре». Ага. Вот сейчас это в ужасном мультсериале по Доте. Тоже вот похожая стилистика. Вот, а «Голубоглазый самурай» же тоже как-то похоже, то, что вышло по рисовке. И не аниме, и не ну, этот. оно 3D-шное, поэтому Да. тут как бы трудно сравнивать. И «Легенда о Вокс-Махине» отличный мультсериал. Он тоже по стилистике такой же. Но вот мне, наоборот, мне приятно было смотреть именно с визуальной стороны. А вот, кстати, говоря о сериале, кто мне показался отличным попаданием в персонажа, это Весемир, собственно. Там и актер отличный, и я его просто еще по фильму «Пушер» котирую. Виндингреф, наш слон. И тут как бы про молодого Весемира, и ты думаешь, ну ладно, попробуем, покажите, что умеете. И тут тебе показывают, ну, вообще какую-то бредятину, которая тоже сюжетно вообще никак с первоисточником не вяжется, но зато экшон прикольный. И я вот, когда посмотрел, я, конечно, плевался дико, но визуальная часть была хороша, экшен был, ну, на мой взгляд, отличный. И у меня претензия к мультфильму основная, что это не Ведьмак. То есть, если бы это был мультфильм не про Ведьмака, то это был бы отличный мультфильм. Хотя там есть какие-то внутренние противоречия, но и это можно было бы на это закрыть глаза. Но так как вы позиционируете себя проектом по Ведьмаку, то надо было как-то, не знаю, тут наоборот, вот ты думаешь, блин, в анимации можно кучу всего показать, что в сериале нельзя было. Но опять же, как-то все очень непонятно для кого сделано. Печально, что в этот же период вышел сериал «Властелин колец», и это тоже плохо. Я, ну как сказать, не так плохо, как «Ведьмак», но я начала смотреть. Ну, не знаю. Но я Не начала знаю, смотреть, я посмотрела 2 серии, такая, я ничего не понимаю. Я просто выключила. По крайней мере, можно оправдать авторов в том плане, что они как бы делали максимально не похожее что-то на «Властелин колец» Питера Джексона. Но опять же, тут вот проблема была в касте. Конечно, каждый раз апеллировать к Питеру Джексону это глупо, но никто не просит делать так же. Просят перенести принципы, подход. И когда ты смотришь во «Властелине колец» на эльфов, то ты понимаешь идею. Ты там смотришь на Галадриэль, как она выглядит, как выглядит вообще все. Ты смотришь там на Гондор, на Рохан. Это разные абсолютно эстетически как бы два народа, ты это видишь. И тебе нравятся оба, потому что они великолепно все продуманы. Ты видишь хоббитов, как они выглядят, какой у них быт, и как это все органично вшито вот в повествование. То есть, Но такой работы больше не будет. да, Это к сожалению. великое что-то. А тут ты смотришь «Кольца власти», смотришь на эльфов, которые мне без разницы. Черные эльфы, красные, индейцы. Но вы просто посмотрите на их рожи. Ну, то есть, это какие-то... Особенно они же как бы используют известных персонажей. И ты смотришь... Во-первых, там среди эльфов есть откровенно деды старые. И ты такой, типа, вы же... Откуда? Вы же не стареете, вы же там живете по 500 лет. Ну, как-то, короче, все это сделано не с душой, скажем так. Хотя вот Галадриэль в сериале, ну, вот «Кольца власти» мне
плюс-минус вот внешне зашла, хотя ее тоже все ругают. И сюжет там тоже непонятно, как бы, из чего проистекает, какая в этом логика вообще была. Но тут создателей можно упрекнуть в том, что у них какой-то бюджет был, ну, просто астрономический, а бюджета не видно на экране абсолютно. То есть, опять же, возвращаясь там к Ведьмаку или к Игре престолов, ну, в Игре престолов это меньше выражено, а вот в Доме дракона там вот эти замки, интерьеры замков, то есть ты видишь как бы ну, масштаб, как Нет, всё Дом драконов все равно мне тоже красиво дешевым сделано. кажется. Я не могу, я не воспринимаю этот сериал как дорогой. Я смотрю серии, такая, это какая-то Ну, по сравнению за с 3 «Игрой копейки. престолов», где 3 Ну, сарая, но я как бы отмечаю, что, по-моему, по сравнению Он с «Игрой не престолов» сюжетно, лучше не стало. визуально, он никакой. Потому что после «Игры престолов» делать вот это, ну это глупо. Вы должны сделать лучше. Даже если вы сделаете чуть-чуточку хуже, ну люди это заметят. Многие недовольны этим сериалом, как и многие были недовольны «Ведьмаком» и «Властелином колец». Но сейчас вообще там начался... Я, вы знаете, чего не понимаю? Почему после первого провального сезона не поменяли тех, кто будет этим заниматься? Не поменяли продюсера, ну не поменяли режиссера, никого не поменяли. Шоураннера не сменили. Ты про «Дом дракона» Я про или «Ведьмака». «Ведьмака»? Ну тут, да, тут вообще, на мой взгляд, можно было после первого сезона просто закрыть и вернуться к этой теме попозже. Потому что, ну, стоит... Ну, и есть намного более крутые проекты, которые и успешны, и зрителям заходят, но которые закрываются после первого сезона, а тут, ну, все плюются, по крайней мере, большинство, а вы продолжаете снимать. Я понимаю, когда это делает Дисней, у которого ресурс просто какой-то неограниченный, и они могут, вопреки мнению фанатов, делать что-то и пытаться как-то в долгую это окупить, но Netflix не Disney. Тут Ну да. как бы сделайте крутой проект, и фанаты вас озолотят, грубо говоря. А тут как будто они ипотируют своим проектом, что а мы вот так сделаем. А вот в новом сезоне мы вот еще что-то вот придумаем, как вам насолить. Как бы это вот в игровой индустрии тоже такой паттерн нехороший прослеживается, что вместо коммуникации с потребителем какой-то, ты видишь, что создатели вообще не чувствуют свою аудиторию и делают вот как им вздумается, а потом удивляются, что кому-то что-то не заходит, и сваливают это всегда на вот какую-то социальщину, что типа вот вы сексисты, вы расисты и так далее, поэтому вам не нравится. Хотя, ну, это, по-моему, очень такой неправильный подход. А еще такой момент, то, что как будто это закономерность, когда после успешного чего-то идет что-то, ну, не такое успешное. Это вот касательно «Дома драконов» и касательно CD Projekt'ов. Вот у них был «Ведьмак», и потом они сделали «Киберпанк», который на самом деле мне очень нравится, но когда они его выпустили, то ли они его не доработали, то ли что-то пошло не так, но игра лагала жестко. Ну, давай вот по порядку. Касательно того, что сначала что-то успешное выходит, потом что-то Ну, как любая похуже. вторая часть хуже первой. Да, вот я об этом хотел сказать, что очень часто есть, конечно, примеры по типу «Терминатора», где Самая лучшая первая вторая, да. часть шедевр, а вторая это вообще какое-то поднебесье. Это же где жидкий терминатор. Да, Да. которая вот до сих пор смотрится, типа, как будто ее вчера сняли. Мы про другие терминаторы не говорим, их нет. Есть Да. только 2 терминатора, и все. Ну, очень мало примеров, когда сиквел реально успешнее. Это даже можно проследить по кассовым сборам. Вторые части почему-то, вопреки вот здравому смыслу, набирают всегда... Люди надеются, что... наоборот, Не, они думала, наоборот меч? теряют Да? интерес, как будто бы. Да. Ну да. То есть ты думаешь, вот фильм прогремел, ну, А продюсеры это уже с считают, опытом пришло. Мне что кажется, мы сейчас выкатываем вторую часть, и вообще бомба будет.
А вторые части чаще собирают намного меньше. Что люди не дураки. Мне кажется, это с опытом пришло. Я думаю, когда поначалу начали делать какие-то вторые части чего-либо, люди шли, а потом, когда люди поняли, что вторые части всегда плохо, они перестали ходить. Не, по-моему, это всегда была такая закономерность. Но вот касательно Киберпанка, тут, по-моему, очередной такой пример, когда разработчики понаобещали много всего и просто не смогли это воплотить, потому что, насколько я могу судить, сейчас Киберпанк отлично играется, то есть там нет никаких лагов. Вот еще дополнение вышло с Идрисом Эльбой. Типа, ну, актер, который делает любой проект лучше просто своим присутствием. Вроде сейчас все неплохо, конечно, вот этот хайп прошел. Там же еще Киану Ривз был задействован, великий. Ну да, ну то есть, как бы они просто чуть-чуть... Не дотянули. Не, они Или переоценили. переобещали, да. Это очень часто бывает. Много есть таких примеров. Там какой-нибудь Питер Мулине, он вообще всю свою карьеру построил на том, что он может понаобещать, там просто что-то небывалое. А потом игра выходит, это ну неплохая игра, но не то, что он обещал. А он потом как-то выкручивается, говорит, ну... Ну вот так. И вот, мне кажется, CD Projekt, они вот на этом споткнулись. Плюс Киберпанк я не хотел бы сравнивать с Ведьмаком. Но мне нравится, что они связаны. Вот когда Цири путешествует между мирами, она говорит Геральту, что я была в таком мире, где там у людей какие-то части тела, там типа железные, там машины летают. И в каком мире вы прятались от Аридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а войны они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Там есть отсылки в Киберпанке на Ведьмака Это и отсылки. на Бегущего по лезвию тоже Ну, есть. если бы там не было отсылок на «Бегущего по Да. лезвию», было бы странно Да. на отца-то не ссылаться. Мне вот не понравилось... Ну, это же тоже игра по настолке. И вот эта вот система настолок, она меня просто уже задушила. Опять вот это ковыряться в циферках. Ага, вот да, это вот проводочках. всё. Вот это. Я просто, ну, я много во что играл, но вот прям геймером себя не назову. И у меня всегда дико горит с того, что когда ты там берешь какую-то снайперскую винтовку, которой можно самолеты сбивать, целишься в голову, стреляешь, и у чувака там 3 хп отнялось, и ты такой... При этом смотришь прохождение разных чуваков, и чуваки там билд выстраивают, где вот этой нитью всех там режут в капусту. Ну, то есть, вот как какой-то у меня лудонарративный диссонанс возникает. Вот для тебя идеальная экранизация Ведьмака, она как бы выглядела? Мы же можем себе позволить пофантазировать. Вот кого бы ты, начнем с каста, кого бы ты поставила на роль Ведьмака? Вот даже если это ноунеймы, вот все говорили, что подходит, которые в Death Stranding, который у Рёфна, Мадс Миккельсон, да, что он подходит, он тоже не подходит. Он Почему? Ну, если он похудеет, чуть он Ну, что это же широкий. Не, сейчас понятно, он старенький уже. Ну, да. Ну, как фанкаст. Ну, как о нём типаж всегда, его, да. типаж, да, подходит. Вот что-то, да, похожее, возможно, на Миккельсона. И как-то вот этот Геральт, который у Генри, он какой-то молодой, как будто слишком. Не такой матерый. Да, без опыта. Вот ты на него смотришь, у него слишком молодое, такое симпатичное личико. И надо, чтобы как-то было построже немножечко. Но с Йеннифер понятно, даже если это будет не знаменитая актриса, но чтобы она была высокая, черноволосая, это можно там как-то покрасить, сделать. Ближе к оригиналу. Да. А Цири как в игре должна выглядеть. Вот как в третьем Ведьмаке. Цири вот у меня только... Фан-сервисный, да? Да, вот Цири у меня так. Потому что Цири, она красивая в игре, она бесспорно, она очень красивая. А, еще стрис, что они сделали. Она не то, что не рыжая, она вообще не подходит. Ну, то есть ты, короче, не против такой небольшой сексуализации персонажа? Да потому что они у Сапковского такие, они в играх такие, и они сами себя такими сделали. То есть чародейки, они осознанно себе придают какой-то вот такой красивый вид.
И они должны быть такими. Ведьмак, да, он должен быть симпатичный чуть-чуть, потому что я буду это смотреть, а все девочки тоже будут смотреть, и им должен нравиться человек, на которого они смотрят. То есть вот я смотрю «Дом драконов», простите меня, пожалуйста, но мне там никто не нравится Внешне. по красоте. Да. Мне нравится вот этот одноглазый, потому что он очень необычный. У Вот него интересно. да, и он мне кажется красивым. То есть его я смотрю, такая, ну вот ты красивый, но больше там красивых людей нет. Ну, подожди, а Кристен Коль, который такой конвенционально сладенький Он мальчик. обычный. Вот должен быть один, хотя бы один персонаж, который, ну, прям вот, ну, Ну, а в «Игре интересный, престолов» кто тебе прям запомнился, как Вообще, красивый? У меня в «Игре престолов» есть любимый персонаж, со мной можете не соглашаться сколько хотите, это Джейми Ланнистер, потому что это единственный человек, который и по характеру вел себя как мужчина всегда. Он совершил всего лишь одну подлость в своей жизни, и он за нее поплатился. И он рос, он менялся, он и внешне менялся, и он был человеком чести всегда. Вот Джейми Ланнистер — обалденный герой и внешне, и прописанным характером. И сестра у него такая же, но она злая просто. А вот Джейми, он именно человек чести, он классный. Он все делает ради своей любви, и внешность этому соответствует. То есть вначале он тебе может показаться как вот принц Чаннинг, чересчур таким, а потом ты как-то Мой любимый привыкаешь. персонаж. Да, и вот красивым и классным, мне кажется, Джейми Ланнистер. Мне не нравится Джон Сноу, он какой-то сопливый. Из женских персонажей мне мало кто нравится там. Ну, хотя я вот зря, наверное, этот вопрос задал. Там просто очень много персонажей Да, по сравнению с «Домом дракона». и там на много любой классных. вкус, да. Там мизинец вот один чего стоит, этот Петир. Чего стоит Маргарет Тирл. Какие они все. Оберин Мартелл, любимчик вообще. Боже, фанатов. я так была рада, что он и в Last of Us появился. Я еще такая, о боже, Оберин Мартелл будет играть в Last of Us. Я тоже рад, что у него карьера сложилась. Да. Хороший актер. Но вот касательно экранизации «Ведьмака» мы еще забыли упомянуть, что есть же у Netflix сериал про, типа, задолго до событий приключений Геральта, но во вселенной «Ведьмака», про сопряжение сфер. Вот про него говорят, что он вообще прям отвратительный, тушите свет. Там играет, по-моему, главную роль актриса, которая во «Все везде и сразу». Вот мать да? играла, да. То есть там вот эти эльфы, краснолюды, там вот это diversity во все поля. И вот мне кажется, что было бы интересно, чтобы сериал просто не повторял за книгой и за игрой. Можно было бы снять что-то такое, ну, спин-офф какой-нибудь. То есть, потому что действительно много в игре событий, которые не только вокруг Геральта крутятся. Там мир, в принципе, не такой прям продуманный, Ну, богатый. как в других фэнтези-произведениях, но там очень много событий, которые интересны и без вот главных персонажей. Вот я бы что-то такое, наверное, посмотрел. Мы обычно в конце выпуска что-то советуем, и обычно мы советуем что-то от автора и от создателя. Но поскольку создатель у нас не очень, у автора текстов мало, я думаю, давай что-нибудь посоветуем в жанре фэнтези. Что еще посмотреть и почитать. Я посоветую, что прочитать, а ты что посмотреть. Трудно будет, ну давай попробуем. Ну вот то, о чем я уже упоминала, это Гай Гэвриэл Кей, попробовать познакомиться с сарантийской мозаикой или с Поднебесной. Я думаю, многим это понравится, просто надо учитывать, что это будет очень большой объем текста. И как по мне, это супер качественное фэнтези. Ну, я без конкретики, как бы, но насколько я просто слышал, и мне друзья советовали обратить внимание на отечественное фэнтези. Конечно, там много кринжа про попаданцев, но я вот конкретное произведение не смогу назвать, но я бы на месте наших зрителей попробовал просто узнать, спросить у знающих и обратить внимание на представителей типа отечественной фэнтези, отечественного. Но вот что-то посоветовать из экранизаций очень тяжело. Как-то, вот знаешь, когда тебя просят что-то назвать, ты все забываешь. «Два дозора», они неплохие, конечно, ну... Да они хорошие, я их пересматриваю не периодически. И ночной, и дневной. Бекмамбетов, он такой странный режиссер, у него там какие-то сцены просто гениальные, а какие-то не очень. Но... Ну, Хабенский там классный, там все классно. Я читала «Дозоры» Лукьяненко,
И я не ждала многого от экранизации, но она мне так понравилась. Я говорю, я пересматриваю периодически оба «Дозора», и я довольна. Ну вот из экранизации толковая фэнтези, как раз, которую я упомянул, «Легенда о Вокс Махине», но оно как раз вот такое ДНДшное очень. Но оно качественное, это такой не детский мультик, то есть кого-то может оттолкнуть обилие повесточки и матюков там, где надо и не надо, но меня просто вначале при первом просмотре оттолкнуло, но потом я как бы фишку просек, и мне понравилось. Ну, это все 18+, как понимаю, Да, из детского. Ну, если бы у меня там был ребенок, я бы, конечно, ему показал и Гарри Поттера, И и Хроников «Властелин колец», Нарнии, да. и Властелин колец. Тут еще такой момент, что годного фэнтези не очень много на самом деле. Вот там фильм про Соломона Кейна, там сам актер и персонаж прям отличные, но все остальное тоже это абсолютно к первоисточнику не имеет никакого отношения. Какой-нибудь Конан Варвар, ну тоже. Фильмы со Шварценеггером, они хорошие, но это не Конан Варвар. А фильм с Момоа, актер неплохой, как бы в качестве Конана, колоритный. но все остальное неудачное. Какой-нибудь Эрагон, ну тоже кринжовый, кто-нибудь его вообще помнит. Ну, трудно что-то посоветовать, но если я вспомню после как бы записи, мы можем где-нибудь там оставить первым комментарием или что-то такое. И вот напоследок хочу, вот ты начал говорить о таких знаменитых франшизах. Я помню, когда я была маленькая, мне мама покупала всегда кассеты, и стабильно там раз в неделю она покупала мне кассету. И я помню, мы стоим в магазине, в арт-видео, и мне вот так кладут «Властелин колец» и «Гарри Поттера». И я такая смотрю, и мне надо выбрать, мне две не купят, надо выбрать одну. Я стою, смотрю, думаю, в итоге я беру «Властелина колец», потому что мне нравится Арагорн на обложке. И я вот сейчас анализирую и понимаю, что «Властелин колец», конечно, мне нравится больше, хоть вот я тогда была маленькая, и мне бы «Гарри Поттера» лучше взять, конечно, но взяла это. И сейчас хорошее время именно для того, чтобы совсем можно познакомиться. Оно и хорошо этим, и плохо. То есть из-за того, что всего много, ты рассеиваешь немножечко свое внимание и можешь упустить что-то хорошее. А с другой стороны, ты можешь посмотреть и «Властелина колец», и «Гарри Поттера», и ничего тебе за это не будет. Поэтому... Ну да, ну как бы если кто-то знает, то пусть тоже подскажет в комментах, потому что мне вот реально сейчас интересно стало. Вот в плане научной фантастики там прям очень много фильмов, и книг тоже немало. А вот годного фэнтези... Вот из последнего нет, «Дюна». Такое. Ну, это фэнтези? Это фантастика, научная фантастика. Да, это фантастика. Я вот даже говорю, что этого много. Космоопера. Да. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвали. Да, мне было очень интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Всем пока.